И если мы обратимся к наследию наших исламских богословов и посмотрим, какие же далили они приводили, чтобы доказать единство Аллаху Тааля. Так вот, в одном из аятов Корана сказано: «А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим, лау кана фихима алихатун илля Аллах лафасадата». Если бы в небесах и земле были другие божества, кроме Аллаха Тааля, то небеса и земля пришли бы в негодность. И на основе этого доказательства ученые разработали такое образное, логически и понятное всем нам доказательство. Они сказали: да, Аллаху Тааля един, но чтобы доказать это единство, давайте мы представим, что как будто есть два божества, гипотезу построим. Божество А, божество Б. И вот эти два божества что-то создают, человека. Условно говоря, Зайда какого-нибудь или Искандара, неважно. И здесь есть только два варианта развития событий. Либо они создают этого человека совместно. Если они создают этого человека вместе, это говорит о чем? О том, что каждый из них немощный, у них нет кудра, у них нет достаточного могущества создать человека по отдельности. Поэтому они, как скажем, если у нас в комнате стоит тяжелый шкаф, и в одиночку мы его поднять не можем, мы зовем друга и говорим: давай перенесем. Здесь получается то же самое. У них не хватает сил, у каждого по отдельности, они вместе соединяют свои силы и создают человека. Но божество немощным быть не может. Значит, не может быть двух божеств. Рассматриваем второй случай. Один создает, а другой сопротивляется, не дает создать. В этом случае, если осуществляется воля божества А, получается Б немощный. Немощных божеств быть не может. Остался один в любом случае. И наоборот, если человек не создан, значит, осуществилась воля божества Б, значит, А немощный, он не является божеством, снова остается один. То есть, таким образом, ученые Ахлю Сунна валь Джамаа доказывали единство Аллаха Тааля. И по-арабски он называется далилю таману, то есть доказательство взаимоотрицания.